Хорошо, друзья, давайте я вам расскажу одну историю. Одну из историй. Только дайте, пожалуйста, обратную связь, насколько это интересно, возможно, полезно, ну и вообще, нужно ли что-то подобное. Это история про Хазыра. Вы, наверное, слышали, говорят, когда собираются куда-то в дорогу, желают, чтобы Хазыр был попутчиком. Ну так вот, много-много лет назад был такой воин, и звали его Хазыр. Однажды их войско оказалось в очень тяжелом положении. С одной стороны был враг, с другой стороны, пустыня, жара, засуха. Все они были обречены на гибель. И чтобы выжить, один из них, рискуя своей жизнью, должен был найти воду. Но когда возникают такие сложные ситуации, человек не может здраво мыслить. Храбрый становится трусом, сильный притворяется слабым. Ну и пока люди говорили и спорили о том, кто должен пойти, Хазыр встал, отправился на поиски и добрался до воды. Но когда он вернулся, люди поняли, что это не просто вода. Вода, которую принес Хазыр, оказалась живая вода. То есть, получается, он сразу нашел то, что люди искали испокон веков. Что такое живая вода? Это вода, дарующая бессмертие. Когда тело погибает, душа человека, испившего живую воду, становится бессмертной. Живая вода – это вера. Живая вода – это любовь, друзья. И она делает человека человеком. Ну так вот, люди, которые поняли, что это живая вода, забыв об опасности, побежали за ней. Но никто из них ее не нашел. Потому что живая вода – это благословение, которое дается не тем, кто ее ищет, а тем, кто идет по пути Всевышнего, тем, кто служит народу. Давайте подумаем. Это просто история, которой тысячи лет. А если сказать точнее, это метафоры, которые, по большому счету, даже не привязаны к какому-то определенному времени или какой-то конкретной религии. Не нужно сомневаться, когда хочется сделать что-то хорошее. Или ждать, когда появится такой Хазыр и сделает это за нас. Нужно самим становиться Хазыром для тех, кто нуждается в помощи, но не теряет надежды. Наверное, у каждого из нас есть в окружении такой человек, которому нужно немножко помочь. И даже бывает достаточно чистого и дружеского совета. Не надо бояться, что будет трудно. Возможно, и будет. Но ведь испытания возникают в нашей жизни, чтобы их преодолевать. Потому что за каждой тягостью наступает облегчение.